Камбажап Цыбиков, один из бурятских ученых, профессор, исследователь Центральной Азии, в частности Тибета, он отправился в рискованную экспедицию в Тибет и вернулся домой в Россию с огромным багажом знаний, исследований, фотографий, буддийских книг. Он отправился в экспедицию, когда ему было всего 26 лет. И в этом возрасте он совершил настоящий подвиг. И дальше, до конца своих дней, трудился, обучал других, не нажил себе врагов и не был привлечен, а время было напряженным в этом отношении, особенно после революции, в период репрессий, не проявил интриг, мести, ушел из жизни ровно, без беспокойств. По крайней мере, хочется этому верить. К тому же, до сегодняшнего дня не найден ни один документ, где он доказывал бы или разбирался бы в каких-то личностных конфликтах. Сейчас перейдем к основной теме нашего исследования. Небольшая предыстория. Весной 2023 года, когда в Агинском округе широко отмечали 150-летие со дня рождения Камбажапа Цыбикова, на праздничных торжествах присутствовал праправнук Цыбикова Бабжи Аюшевич Тандагринчинов, человек, напрямую являющийся потомком Камбажапа Цыбикова. Мы познакомились, общались тогда, и он признался, что у него назрели 4 вопроса, касающиеся жизни его прапрадеда, которые он хочет для себя выяснить. Вопросы станут известными позже в следующих моих работах, но первый вопрос, на который мы сейчас будем искать ответ, это вопрос: были ли ученики у профессора Цыбикова, последователи, которые позже пошли по его стопам и стали монголоведами или монголистами или тибетологами? Чтобы выяснить этот вопрос, потребовалась командировка во Владивосток. Бабжи Аюшевич Тандагринчинов полностью финансировал эту командировку, за что я ему искренне благодарен. Но и Агинский национальный музей, который носит имя нашего ученого и профессора Камбажапа Цыбикова, внес свою лепту тем, что предоставил мне возможность съездить в эту командировку, сохраняя мою зарплату, не считая мое отсутствие прогулом, когда я еще работал в музее в начале лета 2024 года. И вот сейчас мы отправляемся во Владивосток, чтобы исследовать, были ли у Камбажапа Цыбикова свои ученики. Этот вопрос интересовал, возможно, многих. Этот вопрос вообще не исследован. Мы знаем, что Камбажап Цыбиков по возвращении из этого опасного и дальнего путешествия в Тибет вернулся к себе на родину в 1902 году. И летом же этого же года, 1902 года, он отправляется во Владивосток. И он там работает 15 лет. И за эти 15 лет вполне возможно, что у него были свои ученики, которые в последующем занялись восточной темой. И вот сегодня наша задача выяснить этот вопрос, были ли у Камбажапа Цыбикова свои ученики. Итак, Владивосток. Это здание Музея истории Дальневосточного университета. Прежде всего мы встретились с директором учебно-научного музея Дальневосточного федерального университета Александром Николаевичем Поповым. Естественно, что этот институт был прежде всего посвящен, он был создан с целью изучения восточных языков, истории стран-соседей, на тот момент Японии, Кореи, Китая, а также языков монгольского, тибетского, японского, корейского, китайского, естественно.
можно сказать, что в основе высшего образования Дальнего Востока лежит восточное направление, лежит изучение народов, стран, языков, их экономики, их истории. Из беседы мы узнали, что о деятельности нашего Гамбажапа Цыбикова здесь знают и помнят. Александр Николаевич назвал адрес, где находится историческое здание Дальневосточного института, адрес Пушкинская, 10. Мы записали этот адрес и после встречи с директором занялись осмотром музея и знакомством с материалами, касающимися деятельности Гамбажапа Цыбикова. И в этом нам помогла Вероника Дмитриевна Кудрявцева, заведующая музеем истории. И Вероника Дмитриевна Кудрявцева показала нам музей истории Дальневосточного университета. 21 октября 1899 года. И руку к открытию приложил император Российской империи Николай II. Изначально предполагалось открыть Восточный институт еще в 90-е годы, но были другие вопросы. После разразилась война между Китаем и Японией, и тем самым более вопрос об открытии Восточного института встал активно у правительства. И выбрано было место, это Владивосток. В ходе экскурсии я заснял целый ряд портретов с описаниями преподавателей. Учителях Восточного института, вот Суворов, Шевелев, Федатон были меценатами, которые снабжали ресурсами, финансами студентов. Известно о жаловании этих. В этом ряду есть фотография нашего ученого Цыбикова. Тут написано, что Цыбиков родился в селе Урдага Забайкальской области, окончил Агинское приходское училище, затем поступил в Читинскую гимназию, которую окончил с серебряной медалью. К окончанию учебы решением педагогического совета Гамбажап Цыбикович был признан достойным продолжить образование в Императорском Томском университете, где он по собственному выбору поступил на медицинский факультет. В Томске оказался проездом известный врач и политик Петр Бадмаев, который уговорил студента Гамбажапа Цыбикова бросить медицину и заняться востоковедением. Гамбажап согласился и уехал в Ургу. В школе для бурят, созданной Петром Бадмаевым, Цыбиков изучал китайский, монгольский и маньчжурские языки для подготовки к поступлению в университет. В 1895 году Цыбиков поступил в Санкт-Петербургский университет на Восточный факультет на стипендию Петра Бадмаева. В 1899 году Цыбиков окончил университет уже с золотой медалью и дипломом первой степени. В 1897 году Цыбиков принял участие в работе комиссии Куламзина по исследованию землепользования и землевладения в Забайкальской области. Кстати, мы знаем, что, работая именно в этой комиссии, Цыбиков обратил на себя внимание ученых-педагогов как человек, склонный к исследовательской деятельности. Читаем дальше. В 1905 году Цыбиков выступил в качестве переводчика между представителями России и тибетской стороны. Это время, когда он уже работал во Владивостоке. В 1906 году Цыбиков был приглашен на кафедру монгольской словесности Восточного института и возглавил ее до октября 1917 года. До этого он был преподавателем, а тут уже возглавил кафедру. Дальше на стене зала музея находим фотографию, где запечатлено старое здание института, где работал наш ученый. Здание Восточного института, которое находится сегодня на Пушкинской 10 и является собственностью Дальневосточного федерального университета. Здание сегодня стоит? Да. Это было то самое историческое здание, о котором говорил директор Александр Попов, и которое находилось по адресу Пушкинская, 10.
Есть адрес Пушкинская, 10. Именно там первые 20 лет и работал Восточный институт. Именно в этом здании преподавал Цыбиков. Это именно то здание, куда ежедневно, наверное, в будние дни заходил Гамбужап Цыбиков, проводил свои уроки, читал лекции. Вот оно, это здание. На стене висит табличка. Михаил Дмитриевич Агеев, работал такой инженер в этом здании. Но, конечно, такой таблички, напоминающей Гамбужап Цыбикова, конечно, нет. Это основное здание и основной вход в это здание. Еду к морю подышать, постою неторопливо у Амурского. И вот мы заходим в это старинное здание Дальневосточного университета. И здесь справа видим лестницу. Мы думаем, что по этой лестнице каждый день поднимался и спускался наш профессор Гамбужап Цыбиков. Вспоминаю очень остро нелихие 90-е. Эти камни, ступени, перила должны помнить Гамбужапа Цыбикова. И не вспомнят океанское троллейбуса кольцо. С Тихой, Сельской и Тобольской в баню шли на Комсомольской, с Ялтинской молодежной в розлив пиво пили все. А в горпарке дискотеки рядом взрослые и дети наблюдали за баталиями на шахматной доске. На фасаде этого здания мы видим такой восточный стиль, лев, а мы ведь живем в эпоху распространения учения Будды Шакьямуни, а Шакья, как мы помним, лев. И с таким шаром под лапой. Но мы знаем, что этот шар имеется в виду кристалл, который хранит огромные знания всего этого пространства, которое мы видим простым биологическим своим глазом. Вернемся в музей. Вероника Дмитриевна любезно поделилась документами, которые находились в ее неимоверно объемном и, я бы сказал, резиновом компьютере. В итоге я получил интересные страницы истории. Здесь список лиц, окончивших и прослушавших полный курс Восточного института в период с 1903 по 1912 годы. Ищем тех, кто были слушателями лекций по монгольскому или тибетскому языкам. И вот первый слушатель Дмитриев Константин Иванович, китайско-монгольский язык, выпускник Аланецкой гимназии, это помощник инспектора отделения Российского азиатского банка в Шанхае, если я правильно расшифровал сокращение. Дидевич Дмитрий Семенович, китайско-монгольский, Подольская духовная семинария, студент дипломатической миссии в Пекине. Кибардин или Кибардин Николай Петрович, китайско-монгольский, Вятская духовная семинария. Это акцизный чиновник в Нерчинске. Сивяков Петр Иванович, китайско-монгольский, чиновник Министерства иностранных дел, видимо. Тищенко Петр Семенович, также китайско-монгольский, Харьковское земледельческое училище, исполняющий должность редактора газеты «Харбинский вестник». Меньшиков Павел Николаевич, китайско-монгольский, Уфимская духовная семинария, служащий управления КВЖД в Харбине. Такие интересные люди. Есть некто Батуев Николай Иванович, китайско-монгольский, секретарь Владивостокской таможни. На границе ему нужен монгольский язык, видимо. Дальше Проскуряков, Воронеж, Дитрихсон, Киев, Кляус, Кременицкий, Московское военное училище, Славинский, юнкер в запасе уже. Дальше видим фамилию Лессик, артиллерист, значит военный. Ловцов, Иркутск, тоже военный. Третьяк, Ставрополь, казачий гарнизон. В общем, такие вот слушатели. Удостоены аттестатов Архангельский,
Астраханская духовная семинария, Козак, чиновник таможни. Тут трое подряд идут, какой-то Аедоров, может, опечатка, Педрик и Чечелев, опять таможни, миссионер епархии и служащий банка в Пекине, удостоенный свидетельства среди них поручик Макушек, штабс-капитан фон Ундриц и так далее. Вот прослушали полный курс, и тут обобщение, даны цифры. Общее количество окончивших по специальным отделениям смотрим. Третья снизу строка китайско-монгольский, 23 студента, 19 офицеров, всего 42 человека прослушали курс. Это учебный год 1912 и 1913 годов. И еще один список лиц, окончивших и прослушавших полный курс Восточного института за 3 выпуска с 1913 по 1915 годы. На китайско-монгольском я начитал 7 человек. И тут общие цифры. 29 студентов и 19 офицеров, всего 48 человек. Я не думаю, что священнослужители или кадровые военные продолжили бы восточное направление, став учеными по изучению монгольского языка или монгольского быта или культуры. Как вы заметили, тут нет ни одного слушателя, который интересовался бы тибетским языком. Есть сочетание китайско-монгольский, китайско-маньчжурский, японо-китайский, есть просто указано конкретно китайское, а редко корейско-китайское. Мы просмотрели данные с 1903 года по 1915 год, а домой Цыбиков вернулся уже в 1917 году. С 1915 по 1917 год вряд ли что-то изменилось в этом направлении, я думаю, а после возвращения Цыбикова домой в Агу через 3 года, в 1920 году, начались преобразования. В этом году Федеральному университету, нашему университету исполняется 125 лет. Его история была многообразна, и Восточный институт в том виде, в котором его создавали в 1899 году, просуществовал до 1920 года, а с 2020 года Восточный институт стал базовой основой для уже настоящего университетского образования, поскольку был образован Государственный Дальневосточный университет с 1931 года уже в Советском Союзе. Он продолжил существование тоже в виде университета. К сожалению, был период времени с 1939 года по 1956 год, когда университетское образование и вообще востоковедение в принципе не существовало здесь. И с 1956 года начинается восстановление восточного образования стран Дальнего Востока, чем наш университет и гордится на сегодняшний день. Как видим, в один период восточное образование даже было прервано. Вот такие имеем результаты. И теперь ответ на наш главный вопрос. Были ли ученики у нашего ученого профессора Гамбажапа Цыбикова? Я скажу да. Ученики и студенты были, слушатели были, но последователей дела Цыбикова, которые впоследствии занялись бы монголоведением или тибетским языком, или их грамотой, не было. Хотя Гамбажап Цыбиков выпустил во Владивостоке 2 пособия, в 1906 году, когда он возглавил кафедру монгольской словесности, выпустил пособие для изучения тибетского языка, где собрал и обобщил материал по разговорной тибетской речи. Об этом также было написано рядом с его портретом в музее. Говорится, что помимо ряда хрестоматийных сборников он выпустил пособие. Он собрал и обобщил материалы по разговорной тибетской речи. Этот учебник выдержал 3 переиздания и для Российской империи, и в СССР оставался единственным учебником разговорного тибетского языка, созданным автором. Вот тут гордость должна охватить нас за своего земляка, ученого и профессора.
Он много трудился. В 1907 году издает пособие для практического изучения монгольского языка, который содержит краткую сравнительную грамматику монгольского, письменного и разговорного языков. Это помимо преподавательской деятельности. И этими пособиями интересовались, изучали. Он выпускал свои труды и в последующие годы, но это уже после возвращения из Владивостока. В 1923 году выпускает первую грамматику бурят-монгольского языка, а в 1925 году издает первый букварь для детей на бурятском языке, а в 1928 году Цыбиков переезжает в Иркутск, где был избран профессором Иркутского университета. Здесь он вел курсы монгольской филологии на бурятско-монгольском факультете. Но об этом мы расскажем, когда получим архивные данные из архива Иркутской области, куда уже выслан запрос. И еще, буквально вчера по электронной почте Вероника Дмитриевна Кудрявцева выслала из Владивостока редчайшую фотографию. Она написала: представлены студенты Восточного института, во втором ряду сидят преподаватели. Точного описания к фото отсутствует. Предположительно, во втором ряду, четвертый справа, Гамбажап Цыбиков. Такой фотографии у нас не было. Я впервые вижу это фото. Как видим, кроме Цыбикова нет другого азиата. Найти его нетрудно. Похож. Видимо, таким он был в те годы во Владивостоке. Очень интересное фото. И видим, что люди позировали на фоне исторического здания по Пушкинской 10. Если предположить наугад, что это 1909 год, например, то нашему ученому было бы под 40 лет. Если точно, в 1910 году ему было 37 лет. А в 1915 году 42 года. Отсюда делаем выводы, как молод он был. Теперь о наградах, которые он получил во время преподавательской деятельности в должности профессора во Владивостоке. В 1908 году награждается орденом Святого Станислава третьей степени. А в 1912 году награждается орденом Святой Анны третьей степени. А в 1915 году вторично награждается орденом Святого Станислава, но уже второй степени. И дальше напомним, что до этих наград он имел серебряную медаль на Андреевской ленте в память священного коронования императора Николая II. И получил премию имени Пржевальского от Императорского русского географического общества за отчетный доклад о своей экспедиции в Тибет. Это была высшая награда Императорского русского географического общества. Доклад он прочитал в мае 1903 года. Внизу в описании я оставил ссылку на другой материал о Цыбикове, других авторов. Мне показалось, что этот материал интересный. Также в интернете можно найти разные источники, говорящих о нашем ученом. Я советую полистать интернет, и тогда, как говорится, найдется все. В нашей следующей встрече ознакомимся с другими документами из Приморского архива. А пока прощаемся. До встречи.